Рахмон провел переговоры с Генсеком ООН и президентом Всемирного банка. Таджикистан посетила группа послов ОБСЕ. Посольство США подарило Нацгвардии Республики Таджикистан новые внедорожники. ОБСЕ раскритиковала приговоры в отношении журналистов. В Иране более 1000 протестующих получили обвинительные приговоры. Эмомали Рахмон в Шарм-эль-Шейхе на полях сессии конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества с ООН и ее институтами, сообщает пресс-служба президента. Рахмон выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества сторон и заявил о готовности Таджикистана для дальнейшего продолжения и расширения плодотворных отношений с ООН и ее институтами. В тот же день состоялась встреча президента с главой Всемирного банка Дэвидом Малпасом. В ходе встречи, как сообщает пресс-служба президента, были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы отношений сотрудничества Таджикистана и Всемирного банка. Также стороны обменялись мнениями по поиску новых путей сотрудничества в направлении снижения влияния внешних факторов на экономику Таджикистана, реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры, устранения экспортно-импортных ограничений и транзита товаров и продукции, а также по другим вопросам, представляющим интерес. 8 ноября также прошла встреча президента Республики Таджикистан с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбозом Шарифом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном на двухстороннем уровне и в рамках влиятельных глобальных организаций, в том числе ООН. Группа послов стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 5-6 ноября посетила Таджикистан. В официальном сообщении ОБСЕ, опубликованном 8 ноября, говорится, что на встречах с официальными лицами Таджикистана состоялся обмен мнениями о вызовах и угрозах, с которыми сталкивается ОБСЕ и государства-участники. Ранее МИД Таджикистана сообщила, что члены делегации, постоянные представители Франции, Германии, Великобритании и США при ОБСЕ были приняты министром иностранных дел Таджикистана Сираджудином Мухридином. Послы ОБСЕ встретились также с Раджабали Рахмонали, командующим погранвойсками ГКНБ Таджикистана. В группу послов стран ОБСЕ входили представители ФРГ Гэса Браутигам, Франции Кристиан Фаж, Британии Нейл Буш и США Майкл Карпентер. Они посетили региональные учебные центры по устранению угроз взрывоопасных предметов в Чимтипе, Центр помощи женщинам в Хурасонском районе и пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава в Душанбе. Автомобильный парк Национальной гвардии Таджикистана пополнился новыми внедорожниками. Посольство США в Таджикистане подарило Нацгвардии Республики Таджикистан 10 автомобилей класса джип. В церемонии передачи приняли участие посол США в Таджикистане Джон Марк Помершайм и командующий Нацгвардии Бабаджан Джамулзода. По словам посла США, данная благотворительность направлена на укрепление границ Таджикистана и безопасность. Напомним, что в октябре 2021 года посольство США в Душанбе передало 20 внедорожников Министерству обороны Таджикистана в рамках содействия Таджикистану по укреплению границ. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ раскритиковала приговор суда в Душанбе в отношении журналиста Завкибека Саид Амини, осужденного на 7 лет лишения свободы. Тереза Рибейро в своем сообщении в Телеграм от 7 ноября заявила, что это еще один удар по свободе СМИ в Таджикистане и призвала таджикские власти освободить Завкибека Саид Амини и других осужденных журналистов. Им должна быть предоставлена возможность освещать вопросы, связанные с обществом, в том числе по вопросам безопасности. Журналистика – это не преступление, добавила госпожа Рибейро. Ранее приговор по делу Завкибека Саид Амини осудили «Репортеры без границ» и Комитет защиты журналистов. Обвинительные приговоры вынесли против более чем 1000 протестующих в Иране. Об этом сообщила Рейтер со ссылкой на официального представителя судебной власти Ирана Масуда Сатаяши. Более подробной информации Сатаяши не предоставил. Протесты в Иране продолжаются около 2 месяцев. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была избита полицией нравов за якобы неправильное ношение хиджаба.
Точное количество пострадавших неизвестно. В начале октября сообщалось, что погибли около 60 человек, еще около 100 получили ранения. Духовный лидер Ирана Аятолла Хаминеи заявил, что протесты спланированы властями США и Израиля. 6 ноября 290 иранских депутатов приняли резолюцию, в которой назвали протестующих врагами Бога. Парламентарии призвали судебную власть как можно скорее вынести приговоры против протестующих. Они потребовали применять против протестующих закон «Око за око», который обычно используется только после просьбы жертв, пострадавших от преступления.